Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Брегаляп и Ряник». Это программа, в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участницами. Давайте познакомимся с нашими героями, с нашими участниками. Сегодня у нас в гостях семья Желтухиных, Ева и ее мама Алла. Здравствуйте. А также семья Гарифуллиных, Айсылу вместе с мамой Гульнас. Исянмисес. Давайте знакомиться с нашими героинями поближе. Ева большая мечтательница и фантазерка. Она рано научилась читать и с тех пор не расстается с книгами. Любит сама придумывать и рассказывать разные истории. Стихи – это особая любовь Евы. Она мечтает стать журналистом. Модой Евы увлекается с пеленок, и первая фотосессия у нее была в 1 месяц. Любит посещать модные показы, участвует в фотосессиях для журналов, а также мечтает покорить Милан и Париж. Обожает рисовать и придумывать наряды. А еще я знаю, что она очень хорошо поет. Внимание на экран. Я знаю, что кого мечеть назвали. Мудрец и смелый человек был Кул-Шариф. За родину сражался он с врагами. И как герой отважно за Казань погиб. Легендами окутана загадочная башня, сметнувшаяся в версиум веке. Сказания о ней были всегда прекрасной. Царицу и красавицу любили все. И в центре озера красивое, большое название его Старый Кабан. На дне его сокровищ много спрятано, их охраняет добрый змей Зеланд. Прекрасное исполнение. Ева, у тебя очень много занятий. Ты мечтаешь Милан и Париж покорить. Ты участвуешь в фотосессиях и поешь, и участвуешь в модных показах. Что тебе больше всего нравится? Мне нравится участвовать в модных показах. Еще я занимаюсь актерским мастерством. Так, а есть какие-то успехи в этом творчестве? Да. Рассказывай. Еще люблю читать стихи. Сколько у тебя много увлечений. Я тут пытаюсь что-то узнать новое об актерском мастерстве. Она все накидывает много занятий. Как ты все успеваешь? С утра до вечера вся в делах, как пчелка. Как пчелка? Ну, то есть весь день расписан по... Весь день расписан. А свободное время вообще остается? Остается, конечно, как без этого. Ну, а как его проводите? Как ты любишь свободное время проводить? Что любишь делать? Играю с куклами. Да, путешествовать любит очень Ева. Ну, а есть, Ева, какое-то самое любимое твое стихотворение? Есть. Расскажешь? Но оно длинное, но я, если Давай, можно, чуть-чуть. то расскажу. Давай. Скажи, как... 2 куплета. Давай 2 куплета. Про Макса. Давай. Призадумалась я как-то. Плохо девочкой мне жить. Заплетать мне косы надо. Лучше мне мальчишкой быть. Например, приду я в класс и скажу: привет, я Макс. Эй, малявки, что молчите? Что, не видите? Я свой. Коли Саша, Петя, Витя, я с уроков. Кто со мной? Школу прогулять сейчас. Дело клевое, все знают. И учтите, мальчик Макс слов на ветер не бросает. Впрочем, мальчиком быть плохо. Лучше стать подругой Фроси. То она конфеты просит, то учебник, то тетрадь, то контрольную списать. И толкается всегда, говорит мне: ерунда, школьные занятия и мероприятия. Нет, они не пригодятся. Лучше на коврах валяться, и конфеты есть без меры. Ох уж эта Фрося, как земля такую носит. Ничего себе, молодец, какой длинный стихотворение. Длиннее. Оно длиннее, я верю. Я вижу у вас еще и Family Look настоящий. Кто шьет, сами или... Кто шьет? Расскажи, Ева. Мама. Мама, кто у тебя? Мама стилист. Мама стилист. Вот в кого, значит, Ева такая вся модница, красавица и раскрасавица. А кем все-таки Алла Ева станет в будущем? Ну, это, наверное, лучше у нее спросить. Ева, кем ты хочешь в будущем стать? Журналисткой. Журналисткой. Будешь писать в газеты или на телевидении будешь журналистом? И на телевидении, и в газетах писать. Везде хочет успеть, Ева. Я тебе желаю огромного будущего и больших успехов. Спасибо. И знакомимся со второй героиней нашей программы, Айсылу. Айсылу любит все новое, красивое и интересное. Она с малых лет занимается народными танцами, увлекается культурой разных народностей, изучает иностранные языки. Также является победительницей научных олимпиад, международных творческих конкурсов. И перед собой она ставит множество целей и, конечно, достигает их. Внимание на экран, смотрим небольшой отрывок.
Прекрасное исполнение узбекского танца. Расскажи, Айсулу, где занимаешься? Я занимаюсь в моей любимой студии ансамбля танца «Казань». Так, кто педагог? Оксана Маратовна, художественный руководитель Закирова Чулпан Ринатовна. Чулпан Ринат, да, ей большой привет передавай от всей нашей команды. Как так получилось, что ты начала заниматься танцами? Ну, я с малых лет всегда люблю ставить разные музыки и танцую там дома, в зале, и всегда показываю концерты родителям. И вот, мама удивилась этому и записала меня в студию ансамбля танца «Казань». И с тех пор я начала танцевать. Но ты еще учишь иностранные языки. Какие языки знаешь? Английский, и папа учит меня французскому. Гульнас, куда все-таки тянет? В языки или в творчество? Все-таки, наверное, творчество. Почему? Она уже у нас с 8 месяцев танцует. Как начала бегать, 8 месяцев начала бегать и танцевать 9 месяцев, поэтому мы уж ее на танцы, и она уже у нас хочет быть солисткой ансамбля танца «Казань». У нее Ух ты! Ну, мечта, кстати, вполне осуществимая. Я еще знаю и говорил об этом, что она победительница различных научных олимпиад. В каких сферах наук? Это у нее в олимпиадах по русскому языку, она победителем, по математике, по информатике. Вот в этих олимпиадах она у нас участвует и становится победителем. Ты настоящая многосторонняя личность. Я прям поражен. Я буду у тебя брать уроки по математике, потому что у меня в школе с математикой всегда было плохо. Я только разговаривал, всегда пел и танцевал так же, как и ты. Поэтому очень хорошо, что ты не бросаешь науку и занимаешься творчеством. Я тебе желаю удачи и больших творческих и научных успехов. Ну а мы начинаем нашу программу. Тема сегодня – вязание. Мы начинаем первый тур нашей программы, который называется «Жауап Тап. Найди ответ». В этом туре мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах, явлениях, связанных с темой вязания. Ваша задача очень простая – угадать, о чем они говорят. Каждый вопрос мы будем одаривать и награждать 1 баллом. Вопросы, конечно же, будем задавать поочередно. С какой команды начнем? Ева? Айсулу? С кого начнем? Давайте с Айсулу начнем. Первый вопрос тебе. Внимательно смотрим на экран. Ее одевают на спицы. Ее выполняет самолет. Она бывает мертвой. А еще раньше ей ковбои ловили лошадей. И еще она бывает в американских горках. Так, Айсулу. Петля. Петля. Совершенно верно. Это правильный ответ. Петля по-татарски эльмек. Ева, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим на экран. Моя сестра плетет ей портфели, сумки, ковры. Ее делают из шерсти. Но она часто путается и приходится распутывать. Бабушки наматывают на деревянную штучку, а потом делают клубок. И потом они делают кофты из этого. Что же это, Ева? Пряжа. Ева, а ты когда-нибудь видела, чтобы бабушка пряла? Вот как рассказывали ребята. Ну да, Видела? Сама никогда не пробовала? сама нет. Есть шанс попробовать. Это правильный ответ. Молодец. Пряжа по-татарски жеп. Продолжаем, Айсулу, с тобой. Внимательно смотрим. 2 иголочки и шьют. Это маленькие 2 палки. Шьют носочки, платьишки. Это такая штука, которую вяжут. Я думаю, это спицы. Спицы. Пробовала вязать спицами? Нет, но мама вязала. Мама вязала. А что мама вязала? Рассказывай. Она вяжет такие тарелочки из специальных ниток, они такие большие, называются спагетти. Еще вязала сумки и много чего еще. В общем, мне тоже что-нибудь пусть свяжет и шепни на ушко, ладно? Я буду рад. Это правильный ответ, это действительно спицы, НЛР. Продолжаем, Ева, с тобой и внимательно смотрим на экран. Он бывает крестиком, бывает гладью. Это такой рисунок на платочке, его шьют из нитки. Еще это украшение для ткани и для одежды. И еще и дедушка зимой рисует на окнах. Узор. Узор, совершенно верно, молодец. Узор по-татарски безяк. И на очереди 5-й вопрос первого тура. Берите, пожалуйста, игрушки в руки. Сейчас важно досмотреть до конца наш видео-вопрос. И потом, кто первый нажмет, тот и будет первым отвечать. Готовы? Смотрим.
шерсти добывают из овечек и барашков. А потом ее шьют. Из них делают теплые вещи. Она такая мягкая и пушистая. Валенки, а еще теплые носки. Они очень колятся. Итак, о чем говорили наши дети? Ева была первой. Шерсть. Уверена? Да, Вот прям точно. прям точно. Не сомневаешься? Нет. Передумать не хочешь? Нет. Ну и правильно делаешь. Это шерсть, это правильный ответ. Шерсть по-татарски йон. Первый тур на этом завершен с небольшим отрывом. Впереди пока команда Евы, но впереди еще 2 тура. Наша программа продолжается. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, тема сегодня вязание. Давайте вспомним слова, которые мы выучили сегодня. Айсулу, как будет по-татарски спицы? Энелер. Энелер, дрес. Ева, шерсть. Юн. Йон, молодец. Айсулу, узор. Бизек. Бизек, дрес. Ева, петля. Эльмек. Мяк, именно так. Айсулу, тебе слово пряжа. Жип. Жеп. Абсолютно верно. Мы продолжаем нашу программу. В эфире 2-й тур. Прямо сейчас, уважаемые команды, на экране появится 9 картинок. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд. Как только время выйдет, мы картинки меняем цифрами. Я буду задавать разные вопросы. Итак, готовы? 15 секунд. Время пошло. Итак, время вышло, пора задавать вопросы. Ева, на этот раз начнем с тебя. Под каким номером находится пряжа, жеп? 4. Цифра 4. Открываем цифру 4, проверяем. Там находится пряжа, жеп, молодец. Это правильный ответ, Айсулу. Тебе вопрос. А где находится петля, эльмек? 5. Точно. Точно. Открываем цифру 5, проверяем, действительно ли там находится петля. Это правильный ответ. Умница. Ева, где находится узор, бизек? Под каким номером? 6. 6, точно? Да. Уверена. Открываем цифру 6. Там находится узор, бизек. Молодец. Айсулу, где находятся спицы, энелер? 8. 8, уверенно сказала Айсулу. Не будем сопротивляться. Открываем ячейку номер 8. Там находятся спицы. Молодец. И на очереди 5-й вопрос. Возьмите, пожалуйста, игрушки. Как только я его задам, кто первым нажмет, тот и первым будет отвечать. Договорились? Внимание, вопрос. Где находится шерсть? Йон. Ева вновь была быстрее. 9. Точно. Мама согласна? Не уверена, но согласна. Открываем ячейку номер 9 и проверяем. Там находится шерсть. Йон. Молодец. И пора подвести итоги 2-го тура. Баллы вы видите на своих экранах. Ну а мы продолжаем нашу программу и учим слова на татарском языке. Мы продолжаем нашу программу. Прежде чем приступить к 3-му туру, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Спицы, энелер, шерсть, йон, узор, бизек, петля, эльмек, пряжа, жеп. В 3-м туре наших команд ждут ребусы. Для каждой команды будет свой ребус. На экране будут появляться 3 картинки. Они все вместе как-то связаны с одним словом. Ваша задача не просто назвать это слово, которое их связывает, но и объяснить, как каждая картинка с этим словом связана. Понятно? Итак, с кого начнем? Айсулу, давай начнем с тебя. Первый ребус для тебя. Итак, будут появляться поочередно 3 картинки. Ты пока думай, что же это может быть. Итак, вот они, 3 картинки. Как ты думаешь, какое слово их связывает? Узор. Узор. Как каждая картинка связана с узором? На первой картинке кто? Художник. Художник. Как это связано с узором? Он рисует. Он рисует. Вторая картинка. Цветок. Угу. Он бывает узорный. Да. А снежинка тоже узорная. У нее разные бывают узоры. Разные бывают узоры. Я принимаю этот ответ и говорю, что он правильный. Это действительно узор. Вот так вот быстро и легко отгадывают ребусы наши участники. Ева, для тебя следующий ребус. Внимательно смотрим на экран. 3 картинки появляются прямо сейчас. Так. Картинка номер 2 и
картинка номер 3. Шерсть. Почему? Потому что на овце шерсть. Барашек, да. Шерсть. Расческой снимают шерсть с барашка. Да, допустим. И носки из вязаной шерсти. Уверена. Да. Это правильный ответ. Это действительно шерсть. Ты большая молодец. Вот так вот легко почему-то сегодня справились с нашими ребусами, хотя обычно это вызывает у всех затруднения. Вы большие молодцы. Пора подвести итоги нашей игры. Счет вы видите, уважаемые зрители, на своих экранах. Ну а прямо сейчас, по традиции, мы дарим подарки всем нашим участникам. Казанский федеральный университет является партнером нашей программы, и участникам мы дарим пригласительные билеты в планетарий Казанского федерального университета. Мамы, давайте поаплодируем нашим деткам. Они большие молодцы, ну а нам с вами пора попрощаться. Теллерне ирянегез туган телне бер кашанда онотмагыз. На сегодня все. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Пока-пока.